США 10 бой класс построен и готов к учению начальной военной подготовки. Рапорт стал командир отделения Алтай. Рапорт принят, команда вольна. Отделение вольно. Садитесь. Командир отделения, садитесь. Итак, на прошлом уроке у вас тема была огневой подготовки. Кто мне расскажет историю автомата Калашникова? Сабин, пожалуйста. Изобретательство Михаила Калашникова увлекался с малых лет, а впервые военной разработкой сделал перед Великой Отечественной войной, когда служил в танковых войсках. В частности, он создал оригинальную конструкцию для ведения пистолетной стрельбы из танка, а идея создания легкого, скорострельного и простого в использовании автоматического оружия пришла к нему во время вынужденного перерыва в службе. В августе 1941 года танкист Калашников получил ранение и оказался в госпитале. Отправной точкой для появления автомата Калашникова историки считают 15 июля 1943 года, когда на заседании Наркомата обороны было принято решение о создании нового патрона уменьшенной мощности калибром 7,62 мм и автомата под него. Осенью 1946 году с большой помощью коллектива Ковровского завода номер 2 Калашников собирает 3 опытных образца, обозначенных по конструктору и году создания как АК-46. Автомат Калашников вместе с разработками конструкторов Дементьева и Булкина проходит по второй испытательный тур. Хорошо. Теперь, кто мне расскажет про частей и механизм? Илья, пожалуйста. У автомата Калашникова есть два вида разборки. Полные и неполные. Полный вид разборки применяется для обслуживания автомата, простой очистки или смазки. А при полной разборке используется тогда, когда автомат сильно загрязнен или для ремонта. При неполной уже мы разбираем сначала магазин. Магазин служит для хранения и выдачи патронов в ДУО. Потом идет у нас думный тормоз-компенсатор, служит для уменьшения отдачи при выстреле. И дальше у нас идет шомпол, тоже служит для очистки автомата. Потом идет у нас крышка ствольной коробки, защищает внутренние механизмы самого автомата. Дальше идет затвор, затворная рама и возвратный механизм. Затворная рама служит, используется для, когда пуля подается в патронник, затвор он как бы выстреливает, то есть бьет по самому патрону, и он вылетает из гильзы. И из патронника вылетает патрон затворной рамы. Дальше у нас идет газовая камера. Газовая камера служит для отвода пороховых газов к газовому поршню. Все. Хорошо, молодец, садись. Теперь, все это у нас было на лекциях, правильно? На лекции мы. Теперь, сегодняшний тему урока записываем. Последовательность разборки и сборки автомата Калашникова. То есть, будем сейчас, я буду показывать на практике, как разбирается автомат Калашникова. Теперь, записали тему? Первое что? Смотрим сюда. Автомат Калашникова. Первое что? Отделить. Отделяем, вот как Илья рассказывал, отделить магазин от автомата. Второе. Снять предохранитель и проверить, нет ли патронов в патроннике. Дальше. Производится выстрел, нажимание на спусковой крючок. Дальше идет пенал. Вынуть пенал с принадлежностями. Дальше идет шомпол, дульный тормоз-компенсатор. Дальше крышка ствольной коробки. Одеваем. Возвратный механизм. Затворную раму с затвором. Отделить затворную раму с затвором. И последний. Газовую трубку. Теперь у нас остается неполная сборка-разборка. Остается ствол со ствольной коробкой. Понятно? Ствол со ствольной коробкой. Теперь, опять же, принцип сборки
Начинаем с чего? С газовой трубки. Дальше. Затвор. Затворная рама. Возвратный механизм. Крышка ствольной коробки. Опять же проверить, нет ли патронов в патроннике. Закрываем что? Предохранитель. Дальше идет шомпол. Дульный тормоз компенсатор. Слышали? Щелчок был. Пенал с принадлежностями. Куда ставить? Приклад. И последний магазин. Опять же, сколько вмещает? 30 патронов. Правильно. Калибр? 7,62. Теперь, Илья, пожалуйста, попробуй ее потихоньку разобрать и точно так же, как ты пересказывал, сказать, как она разбирается. Идет. Сначала мы вынимаем магазин, Правильно. потом снимаем предохранителя, поднимаем, вводим затвор, отстреливаем. После у нас идет шомпол. Шомпол же? Да. Правильно. Потом дульный тормоз компенсатор. Дульный тормоз компенсатор. Хорошо. Не торопись. Дальше достаем пенал. После опираем сам автомат себе в бедро и достаем крышку ствольной коробки. Хорошо. Потом обратный механизм, затвор и затворную раму. После достаем саму газовую трубку. Хорошо. Это Садись, будет молодец. Теперь, была ли у него ошибка вообще? Да. Какая? Он спиной. Он забыл что? Пенал вытащить. Правильно. Теперь, Арсен, пожалуйста, собери. Сейчас Арсен нам соберет по правильной последовательности. То есть сборка идет у него что? Газовая трубка, правильно. Дальше. Затвор затворной рамы. Возвратный механизм. Хорошо. Крышка ствольной коробки. Хорошо. Шомпол. Вот это что? Дульный тормоз компенсатор. Пенал. И магазин. Теперь, Сабина, пожалуйста. На практике уже, наверное, лучше, да? Правильно, чем на лекции. Согласитесь себя? На практике лучше. Не торопись. Хорошо. Это что такое? Дульный тормоз компенсатор. Дульный тормоз компенсатор. Дальше. Крышка ствольной коробки. Крышка ствольной коробки, молодец. Механизм. Предохранитель. Возвратный механизм. Возвратный механизм. Предохранитель. Газовый трубка. Все. Сейчас. Пожалуйста, командир отделения. С чего начинаем? Газовую трубку. Правильно. Затвор и затворная рама.
затвор, затворную раму. Хорошо. Возвратный механизм. Возвратный механизм. Крышка ствольной коробки. Крышка ствольной коробки. Шомпол. Шомпол. Дульный тормоз компенсатор. Дульный тормоз компенсатор. И пенал. И последний. И последний что? Магазин. Магазин. Хорошо. Теперь, Юра, разбери, пожалуйста. С чего начинаем? Начинаем с пенала. С магазина. С магазина. Хорошо. Магазин. Дальше. Предохранитель. Дальше. Выстрел, выстрел, выстрел. Производится выстрел. Пенал. Дальше идет. Шомпол. Не торопись, не торопись. Сверху, сверху, сверху. Хорошо. Не торопись. Шомпол. Дальше. Дульный тормоз. Компенсатор. Хорошо. Что это? Крышка ствольной коробки. Дальше. Возвратный механизм, правильно? Молодец. Затворная рама и газовую трубку. Молодец. Слайд, собери, пожалуйста. Я почему вас впоследствии вот так делаю? Чтобы вы уже видели, как разбирается и как собирается. Правильно? Один человек разбирает, другой собирает. Пожалуйста. Газовая трубка. Угу. Затвор затворной рамы. Возвратный механизм, правильно? Крышка ствольной коробки. Шомпол, 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 шомпол. Шомпол. Дальше идет что? Дульный тормоз компенсатор. До конца. Пенал. И последний что? Наоборот. Молодец, хорошо. Ну ничего, это у вас первый раз, поэтому теперь, Илья, теперь ты рассказывай, для чего служит? Магазин. Магазин. Для хранения патронов и выдачи их патронов. Хорошо. Дальше что? Предохранитель. Предохранитель. То есть там есть режим А, В и ОГ. Для чего они? Автоматически производится выстрел и одиночный. Дальше идет что? Дульный тормоз компенсатор. Для чего служит? Чтобы гасить отдачу. Хорошо. Шомпол. Для очистки оружия. Для обслуживания очистки оружия. Хорошо, правильно. Ствольной коробки для защиты внутренних частей механизма. Чтобы не попадал что? Влага, грязь, и другие задачи. чтобы не... возвратный механизм. Для чего служит возвратный механизм? Чтобы возвращать, чтобы при выстреле, чтобы заводить курок и возвращать оружие. Хорошо. Дальше. Затвор затворной рамы. Затвор затворной рамы. Для чего служит? Для того, чтобы когда пуля попадала в патронник, он выбивал пулю из гильзы, тем самым совершая
Дальше. Газовая трубка. Газовую трубку. Для отвода пороховых газов, газовая... И последний. Сам ствол. Ствол со ствольной коробкой. Хорошо.